Симферополе широко отметили День крымско-татарского женского костюма. Организаторы мероприятия, общественное объединение мусульманок Крыма «Буллюр» при поддержке Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь приурочили празднование к Всемирному дню хиджаба, который отмечается 1 февраля. Главной темой форума был выбран традиционный крымско-татарский женский костюм. Руководитель проекта «Буллюр» Нияра Джамбазова отметила, что это пока первый опыт подобных мероприятий. В будущем планируется чаще собирать ценительниц национального творчества. И поэтому сегодня мы хотим возрождать, то есть чаще носить, призываем девушек обращать внимание, снова возвращаться к этому костюму, делать его ежедневно своим повседневным костюмом, потому что это здорово, это модно, это возвращение к нашим истокам, это красиво, это по-национальному, и в то же время это не противоречит нашим нормам шариата. Об особенностях национального костюма в разные периоды рассказала искусствовед Эльмира Черкезова. Из ее рассказа стали известны такие нюансы, что традиционным цветом в женском национальном костюме был красный, который менял свои оттенки в зависимости от местности, которую населяли крымские татары. В частности, розовый на южнобережье, красный в средней полосе Крыма и бордовый на севере полуострова. Также посетительницы узнали, что в создании костюма крымские татарки никогда не использовали черный цвет. На территории гостевого зала был оборудован этноуголок, подготовленный с помощью хозяина дома-музея, коллекционера Айдера Халилова. В ходе встречи гости также смогли ознакомиться с работами современных мастеров-изготовителей крымско-татарских женских фесов, украшений, аксессуаров Алиме Гусеновой, Ленара Османовой, Ленары Мемеджановой, Эрвины Сейтасановой, Эльвины Аблятиповой, Алиме Абдульмеиновой. Я считаю, такие мероприятия нужны, потому что мы должны понимать, откуда идут истоки, той одежды, которую мы, например, сейчас одеваем. Нужно сохранять и национальные традиции, и соответствовать тому, что нам предписал Всевышний. Сотрудник Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Зуре Пенка рассказала, как видоизменялись женские национальные наряды в разные эпохи. Лекцию о женственности, влиянии одежды на восприятие человека и его поведение рассказала теолог и психолог Зейнеп Баирова. Мусульманки Крыма готовы идентифицировать себя как крымские мусульмане, но разрешение этого вопроса, каким образом, с какого угла начать это преображение и вернуться не только в ислам, но и вернуться к своим собственным истокам, очень важна роль религиозных организаций. И сегодня Духовное управление мусульман Крыма представляет возможность мусульманкам Крыма развиваться в этой области, находить вопросы и развивать мусульманскую крымско-татарскую культуру. Общественное объединение мусульманок «Буллюр» выражает благодарность Духовному управлению мусульман Крыма и лично муфтию Крыма Хаджи Эмирали Аблаеву за поддержку женских инициатив. Средства, вырученные на благотворительной ярмарке, будут направлены на помощь многодетным и нуждающимся семьям. Зера Эмирсуин Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.